В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Елена Лолуа. Здравствуйте! Прошли праздничные дни, посвященные 25-летию Дня Победы и отмеченные большим количеством красочных мероприятий, концертов, встреч ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. А 6 октября в республике вспоминают еще одну дату – День освобождения Гагры и Гагрского района от войск Госсовета Грузии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Именно Гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. О том, как это было, смотрите в нашем материале. 48 дней Гагрский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагрской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием, у остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевать за нашу землю, до последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли Гагру через час возьмем. Уже прошли. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера вечером. К ночи сильно усилился. Стали выходить представители грузинской гвардии, выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек. С абхазской стороны на Гагрском фронте погибли 108 человек, из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделением Хидриони и Т-3 Арциви. После Гагрской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба. Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После Гагрского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. В Гагре прошли праздничные мероприятия, посвященные 26-летию освобождению города и района от грузинских войск.
Традиционно мероприятия начались с возложения цветов к мемориалу славы и памятнику первому президенту Республики Абхазия Владиславу Арзыба. В церемонии приняли участие ветераны, руководство страны, общественность. В этот же день в городе прошли спортивные состязания и концерт. Гагарская победа в первую очередь показала людям и подняла дух народа. Народ понял, что победа в любом случае будет за нами, за народом. Враг будет разгромлен, победа будет, Абхазия будет свободной. В этом никто уже не сомневался. Да, война без жертв не происходит. Многих потеряли здесь при штурме Гагры и Гагарского района. Но это того стоило, чтобы потомки жили в мире и в согласии друг с другом. Я бы хотел пожелать, чтобы подрастающее поколение не забывало историю своего народа, историю Абхазии, каким путем и что было положено на алтарь победы, чтобы Абхазия сегодня жила спокойно и в мире. Уходящая неделя была отмечена несколькими событиями. 1 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией Федерации абхазских культурных центров в Турции. В этот же день глава государства принял делегацию представителей республик Северного Кавказа, оказавших всестороннюю помощь республике в годы Отечественной войны. Для нас было важно нахождение с нами на этом мероприятии людей, которые сделали очень многое для того, чтобы Абхазия состоялась, Абхазия была бы такой, какой вы ее сегодня видите. Абхазию поддержали народы Северного Кавказа, юга России. И вот это начинание дало нам возможности сохраниться нашему народу. В Народном собрании Абхазии прошло расширенное совместное заседание абхазских парламентариев с их российскими коллегами из Госдумы. Спектр обсуждаемых вопросов достаточно разнообразный. Депутаты говорили об образовании, здравоохранении и социальной сфере, обороне и безопасности. Затрагивались и вопросы международных отношений. Проблема с жильем в Абхазии стоит остро много лет. Доведенные до отчаяния граждане идут на противоправные действия и самовольно вселяются в свободные квартиры. Что толкает их на этот беспрецедентный шаг? Смотрите наш следующий сюжет. Саида Дасаня, дочь героя Абхазии Бориса Дасаня, с 2 детьми уже 16 лет снимает квартиру в Сухуми. Приобрести собственное жилье она не в состоянии. Ее месячного заработка едва хватает на квартплату, питание и обучение детей. Раньше Саида работала на 2 работах, но по состоянию здоровья вынуждена была оставить одну. Жить в отцовском доме в селе Звандрепш она также не может. Дом обветшал, и находиться в нем опасно для жизни. В итоге Саиде Дасане с 2 несовершеннолетними детьми жить негде. Больше ничего у нас нету. Брат у меня живет в Гудаутах, у него семья, у меня 2 детей. Маму я потеряла, мне было 6 лет. Папа через 2 года погиб на войне. Герой Абхазии. А я вот вынуждена снимать квартиру на протяжении 16 лет. Накопить на квартиру за все это время не получилось и не получится с нашими зарплатами. Или выживаем от зарплаты до зарплаты. Саида Дасаня неоднократно писала заявление в соответствующие госструктуры на получение жилья. По словам женщины, ее включили в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обещали помочь и попросили подождать финансирования. Но, по словам Саиды, обещания не выполнялись. Отчаявшись, она и 12 семей, находящихся в таком же положении, провели акцию протеста, требуя выделить им жилье. Они самовольно вселились в пустующие квартиры 9-этажного дома по улице Аргун в новом районе в Сухуми. Зашли в открытую квартиру, мы ничего не взламывали. И мы не пришли с надеждой или с требованием, чтобы именно эти квартиры нам выдали, как далее потом все обсуждали, рассуждали. Нет, мы пошли и заселились в одну квартиру для того, чтобы на нас просто обратили внимание. Первые 3 дня мы находились в одной, потом, сами понимаете, 12 семей там с детьми, это очень много. Вот мы решили пойти по другим квартирам, но заселиться просто тоже того, что в одной квартире всем находиться было невозможно, что мы там находились 16 дней. Нам сказали, что
Сейчас всем выдать такой возможности у нас нету. Вот сегодня вы выходите, с завтрашнего дня будет создана комиссия, которая будет всех проверять. И говорили прямо, что есть те, которые не получат из вас, но есть, которые получат. При этом это будет происходить поэтапно. Я не знаю, надежда все равно есть. Очень прошу, если это возможно, помочь мне. Я деньгами никогда помощи именно в деньгах не прошу. Работала, работаю, буду работать. Главное, чтобы крыша была. У Аркадия Агрба и Алины Чулари двое маленьких детей. В квартире, которую они снимают уже 5 лет, практически нет никаких условий для проживания. А более комфортную они позволить себе не могут. Заработка главы семейства, который работает на автомойке, хватает лишь на продукты питания и первоочередные нужды детей. В месяц 10 дней в логопеду ходим, это 5000. Ну отсюда туда с пересадками тоже вот, хочешь не хочешь, там сядет 1000 рублей за 10 дней на маршрутке. За квартиру тоже 4 плачу, это уже 7000. А так кушать надо, одеть надо, детей смотреть надо, семью. По словам Аркадия, жить в отцовском доме в селе Угада с маленькими детьми семья не может. Река, протекающая рядом с домом, часто выходит из берегов и подтапливает их. В доме повышенная влажность и сырость. Семья просит помощи в приобретении собственного жилья. У каждого есть свои проблемы, и хуже нас тоже, меня тоже есть. Ну, пусть на самом деле внимание, какое бы ни будет внимание, пусть уделят. И посмотрят в мое положение, пусть зайдут. Если хотят, кто бы ни был, пусть в деревне тоже поедем. Там тоже какие условия, и как там живем, тоже увидят это. То есть я где-то что-то соврал, там увидят они тоже. Остро нуждающихся в жилье граждан в Абхазии довольно много, хотя точная статистика отсутствует. Поэтому вопрос обеспечения их жильем вряд ли удастся быстро решить. Аля Катрапш, Степан Мартиросян для событий недели. На заседании правительства были одобрены 2 проекта государственных целевых программ по выделению жилья отдельным категориям граждан. После их принятия в обществе стало возникать много вопросов, в частности о том, как и на каких условиях государство будет предоставлять жилье нуждающимся. Разрабатывались программы в течение полугода и обсуждались на совещаниях с участием депутатов парламента, аппарата Кабинета министров, представителей Минфина, Минэкономики, Минюста, президентской администрации. Мы обратились с вопросами в парламент и Кабинет министров за разъяснениями. Депутат парламента Гиви Кварча в интервью рассказал, в чем, собственно, суть вопроса и почему государству необходимо находить возможности для решения этой острой проблемы. Проблема с жильем в Абхазии стоит остро очень давно. Некоторые граждане от отчаяния идут на противоправные действия, занимают свободные квартиры. Все мы помним 2015 год, как 18 семей заняли целый подъезд многоквартирного дома в новом районе. Буквально недавно Кабинет министров одобрил программу 2021, жилищную госпрограмму, которая предусматривает выделение жилья отдельным категориям граждан. В разработке этой программы принимали участие не только исполнительная ветвь власти, но и законодательная ветвь власти. Эта идея очень хорошая, безусловно. Государство наше потянет вот такие социальные обязательства. В силу моей прошлой работы в муниципалитете Нового района, те захваты жилья, о которых вы упоминали в вопросе, я всех прекрасно помню. Я участвовал со стороны местных органов самоуправления в работе с данной категорией граждан. Их было 6 этих захватов. И тот случай, о котором вы говорите, в 2015 году, когда в подъезде одного из домов были заняты квартиры, решение вопроса на тот момент Кабинета министров было в предоставлении этим гражданам квартир в одном из свободных домов нового района, там, где они продавались. Но в беседе с премьер-министром мы пришли к мнению, что такими методами мы в целом проблему не сможем решить, и нужен подход системный в решении этого вопроса. И нужно анонсировать для наших граждан какой-то вариант
с обеспечением вот этой категории именно граждан, да, так назовем ее остро нуждающейся категории. Ну, условно так и давайте назовем. Это люди, вкратце могу сказать, которые не имеют своего жилья, не имели его до того, снимают, или в отдельных случаях они живут в аварийном жилье, которое на самом деле непригодно дальше к проживанию, и они не могут в силу своего экономического состояния семейного починить или привести в порядок. И вот у нас в стенах парламента родилась такая идея создания государственной программы. Эту идею также мы обсудили с Раулем Джумковичем, он нас всецело поддержал, поручил кабинету министров начать работу по разработке самой программы. Ну, основные концептуальные цели были определены нами. Вот со мной из моих коллег активное участие принимал Алхас Владимир Джинджоли, так как он возглавляет комитет по социальной политике. Ну и я, так получилось, как бы был в теме этого вопроса еще до моей депутатской деятельности. Программа была разделена на две части. Ту часть, о которой вы говорите, была принята на заседании Кабинета министров 28 сентября, это уже вторая часть, называется «Жилище-2021». А первая часть, ну уже это отдельная программа, хотя они будут идти в тандеме, эта государственная программа называется «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». В чем разница? Первая, да, вот, которая называется «Предоставление жилья отдельным категориям», она основана на невозвратной системе. То есть государство предоставляет финансовую помощь гражданам, которые войдут в эту программу и получат статус участников. Вторая, «Жилище-21» программа, да, она предполагает обеспечение жильем, также, как мы назвали, особо остро нуждающиеся категории граждан, но на возвратной системе. То есть, постараюсь объяснить попроще, люди, вот как я приводил ранее пример, которые, снимая жилье многие годы, но не имея средств или накоплений, чтобы самим купить квартиру там или дом. И у них безвыходная, в принципе, ситуация, что и подталкивает на захваты, которые вот мы упоминали. Государство профинансирует покупку жилья, ну, конечно, не в элитных районах, в силу того, что главная проблема этих семей – получить жилье, а не выбор района, так скажем. Что касается столицы нашей, мы все прекрасно знаем, то есть районы так называемые спальные, там новый район, массив Гумиста, там старый поселок, там, где жилье дешевле, чем в других районах. И примерные цены мы знаем и на основе анализов определенных внутреннего рынка жилья. Но я так понимаю, речь не только о Сухуми, а о столице. Столицу я привожу как пример. Хотя программа распространяется на все районы нашей республики. Просто Сухум – это большинство, так скажем, составляет большинство таких гипотетических участников этой программы. Как мы предполагаем, она будет работать? Ну, Кабинет министров принял, да? Программа, она разработана. Далее в бюджет будет заложена сумма, которая подразумевается на исполнения данной программы. Всего эта сумма составляет 120 миллионов рублей на 3 года, то есть 19, 20, 21. В силу того, что вот, изначально программа разделена на две, одна безвозвратная, это для той категории, я перечислю, кто именно, но это вкратце скажу, что люди, которые в силу своих физических ограниченных возможностей, да, там инвалиды первой группы, или там, допустим, дети, которые потеряли обоих родителей. Люди, которые не смогут возвратить эти средства государству, которые были потрачены на обеспечение их жильем. То есть на эту программу, на безвозвратную, так ее назовем условно, выделено по 10 миллионов рублей ежегодно. То есть это получается 30 на 3 года, как принято на данный момент.
Ориентировочно это какое количество людей она сможет охватить? Вот смотрите. Если вы предполагаете, допустим, по какой цене будет покупаться жилье, да, приблизительно? Да. Вот смотрите, в целом, если брать 40 миллионов в год, да, будет тратиться, то есть 10 на возвратной, то есть 10 на невозвратной основе, 30 на возвратной основе, то есть всего 40. Это предположительно от 40 до 60 семей ежегодно будут обеспечены жильем. Это своего рода можно назвать такая абхазская ипотека, да, в таком понимании, вот я имею в виду возвратную программу. Людям будет предоставлена отсрочка, после предоставления небольшая, тоже будет определено, это уже ответственным органам, предположительно около 6 месяцев там, на какое-то обустройство, и, возможно, что-то нужно будет сделать в самом жилье. Мы заложили преференции для участников программы, такие как в случае преждевременного погашения задолженности перед государством, сумма финансовой помощи, она уменьшится. Следующее, допустим, в течение проживания в данном жилье, если у семьи рождается ребенок, тоже сумма снижается. Мы не касаемся, знаете, как всех граждан в нашей стране, которые нуждаются в жилье, как это было в советский период. Да, вот наши родители становились в очередь, работали где-то на государственном предприятии и получали жилье. В то время строилось муниципальное жилье, то есть государственное, чего нету на протяжении 25 лет уже в нашей новейшей истории. Ну и даже в России уже этого нету. Есть, конечно, какие-то программы, вот наш ближайший сосед, которые субсидируются государством, да, для отдельных также категорий граждан. Я вот как раз хотела спросить, да, какой опыт у зарубежных стран решения вот этой актуальной проблемы? Но у нас не программы, не муниципальное жилье за это время как бы не осуществлялись. И поэтому мы пришли к такому выводу. При имплементации данной программы мы, возможно, найдем расширенный вариант обеспечения вообще наших граждан жильем. К сожалению, наверное, да, в отличие от советского периода, мы не сможем, как в то время, давать бесплатно вот всем нуждающимся жилье. Это условия рыночной экономики, как вы понимаете, и в других странах это происходит через банки, через кредиты, через ипотеки с определенными процентами. Да. А в нашем случае, да, мы предоставляем финансовую помощь, я имею в виду государство, да, без каких-либо процентов, более того, с преференциями, как я упоминал. Это беспрецедентный случай, я имею в виду в нашем ближнем зарубежье. Я, конечно же, не беру такие нефтедобывающие страны, очень богатые, там, Персидского залива, например, где с рождения ребенка он уже обеспечен. У нас, вот, хочу вернуться к вашему первому вопросу, не такие возможности у государства, и осилим ли мы, да? То есть в пределах 40 миллионов в год, я думаю, наше государство сможет осилить. Ну, я уверен в этом. Мы беседовали с депутатом парламента Гиви Кварчи более подробно о критериях участия в программах и о том, какие категории граждан могут претендовать на получение жилья, расскажет старший референт Управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета министров Абхазии Андрей Гудя. Здравствуйте, Андрей Амиранович. Буквально недавно Кабинет министров принял программу «Жилище-2021». Какие критерии участия в программе и какие категории граждан могут претендовать на получение жилища? На сегодняшний день мы можем говорить о наличии двух государственных целевых программ. Одна программа называется «Обеспечение жильем наиболее нуждающихся категорий граждан». И вторая государственная целевая программа, о которой вы сейчас сказали, «Жилище-2021». Соответственно, первая целевая программа, касающаяся удовлетворения жилищных потребностей наиболее уязвимых слоев населения, она утверждена указом президента, и на сегодняшний день она считается действующей. Вторая программа была одобрена в виде проекта Кабинета министров и направлена на утверждение президентом. Поэтому, в принципе, мы можем на сегодняшний день
Предполагая ее утверждение, программы номер 2, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день у нас существуют две целевые программы, которые направлены на решение одного большого вопроса касательно жилья. Я бы сначала, наверное, обратил внимание на программу по касательно обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которая уже действует. Она заключается в следующем. Данная программа предполагает обеспечение жильем людей, являющихся гражданами Республики Абхазия, которые не обладали и не обладают на праве собственности на момент обращения с соответствующим заявлением об оказании помощи, не обладают на праве собственности жилым помещением на территории Республики Абхазия. Вторым важным критерием является, мы, разрабатывая эти проекты, предполагали возможные ситуации жизненные. Второй критерий – это наличие жилого помещения, но которое ввиду его состояния крайне плохого является объектом, который по сути подлежит сносу. К сожалению, такого рода ситуации тоже у нас могут быть. Поэтому нужно будет учитывать, это касается, забегая вперед, и второй программы тоже, «Жилище 2021», что существует два основных критерия, соответствие которым дает нашим гражданам право претендовать на участие в этих программах и претендовать на получение финансовой помощи, которая установлена. Касательно первой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан, я особо подчеркну, что эта программа направлена сейчас на реализацию и обеспечение жилищных прав 4 категорий, которые там указаны. То есть, еще раз обращу внимание, есть критерии участия, это обладание, точнее, не обладание на праве собственности жильем, и 4 категории. К первой категории у нас относятся по программе первой лица, которые являются инвалидами первой группы, в том числе инвалиды первой группы нашей войны 92-93 годов. Вторая категория – это семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, либо при исполнении своих служебных обязанностей, защищая республику, защищая граждан. Соответственно, вот те семьи, которые на сегодняшний день не обладают жильем и не обладали, они имеют также право принять участие в реализации этой программы. Вторая категория – это дети, оба родителя которых погибли либо пропали без вести. И 4-я категория – это многодетные семьи. Подчеркну, в данном случае мы говорим о многодетных семьях, имеющих 4 и более детей. Соответственно, для того, чтобы еще раз подытожить этот момент, то есть лицо, которое не обладало и не обладает на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и соответствует 4 указанным категориям, о которых мы сейчас с вами говорим, имеет право в установленном порядке, о котором тоже мы, наверное, чуть подробнее дальше скажем, имеет право обратиться с соответствующим заявлением для того, чтобы ему была оказана финансовая помощь. Что касается программы, второй государственной программы «Жилище 2021», данная программа предполагает наличие тех же 2 основных критериев: отсутствие права собственности и крайне непригодное для проживания жилое помещение. Однако она не устанавливает определенные категории, которым этот заявитель, наш гражданин, должен соответствовать. Государственная целевая программа «Жилище 2021», как я уже сказал, она также устанавливает определенную очередность предоставления финансовой помощи при соответствии заявителя гражданина 2 основным критериям, о которых мы говорили ранее. Соответственно, у нас предполагается внеочередное предоставление финансовой помощи в рамках реализации данной программы. И в данном случае мы говорим о тех лицах, которые обладают инвалидностью 2 группы и являются, соответственно, участниками Отечественной войны народа Абхазии. И инвалиды 2 группы, которые получили соответствующие увечья, приведшие к инвалидности, в результате исполнения ими обязанностей по спасению человеческой жизни, по родины, охраны порядка и так далее. Соответственно, 2 вот эти названные категории по сравнению с иными лицами будут, предполагается, что оказание им помощи будет в порядке внеочередного предоставления.
Далее мы можем сказать о существующей первоочередном порядке помощи. В данную категорию у нас попадают граждане, которые многодетные семьи, имеющие 3 детей. Обращу внимание, есть разница, то мы говорили про программу обеспечения жильем отдельных категорий, это многодетные от 4 и более. Многодетные семьи, имеющие 3 детей и не имеющие на праве собственности жилье, имеют право в рамках 2-й программы обратиться за финансовой помощью для реализации своих потребностей. И, опять же, в первоочередном порядке финансовая помощь должна предоставляться лицам, на иждивении которых находится ребенок-инвалид. В данном случае это лицо до 18 лет. Соответственно, вот родители с такой ситуацией имеют право, не обладая на праве собственности жильем, также обращаться за финансовой помощью. Все иные лица, которые соответствуют 2 основным критериям, о которых я сказал, имеют право обратиться, получить статус участника программы, но процедура оказания им помощи, она будет в порядке очередности, внеочередного, первоочередного и не исключительного обычного порядка. Свободное жилье, которое есть в Абхазии, явно, что не хватит. Но это важный тоже момент. Мы говорим сейчас о приобретении жилья на вторичном рынке. То есть, учитывая, что строящихся объектов недвижимости, которые могут быть предоставлены в виде каких-то социальных проектов граждан, у нас на протяжении этого периода времени не осуществляется. Оно, кстати, не только в Абхазии таких проектов нет, но и в других государствах. Я не скажу за все, но вместе с тем. Более того, даже если мы вот те цифры, о которых мы сейчас говорим, будем учитывать, то такого количества жилья, которое может одновременно в течение короткого промежутка времени быть предоставлено лицам, его просто физически тоже, наверное, не существует, по крайней мере, пригодного для проживания последующего. И, соответственно, да, это большая проблема, которую последовательно и поэтапно нужно будет решать. Кто будет проверять, насколько граждане действительно нуждаются в жилье? Та информация, которую они будут заносить, в необходимые бланки, насколько я понимаю, будет какая-то форма, кто будет перепроверять эту информацию, эти данные, что гражданин действительно нуждается в жилье, что ему негде жить? Но этому вопросу посвящены определенные блоки, целые блоки, которые указаны в одной и во 2-й целевой программе. Во-первых, у нас ответственным органом государственным, который является органом, осуществляющим текущее управление и реализацию программных мероприятий, является Министерство труда, занятости и социального обеспечения. Однако был выбран такой механизм, который предполагает создание межведомственной комиссии, исполнительно-распорядительной, которая представляет собой консолидацию представителей различных органов и ветвей власти. Эта комиссия будет являться тем компетентным органом, которое будет осуществлять оперативное управление по соответствующим заявлениям, по принятию решений. И эта комиссия является единственным органом, который будет принимать решения об удовлетворении заявлений, либо о несоответствии, например, заявителя тем критериям, которые именно в этих целевых программах установлены. В эту комиссию планируется включение представителей парламента, депутатов. В эту комиссию планируется включение представителей центральных органов госуправления, кабинета министров. Более того, в эту комиссию в обязательном порядке, это указано все в самих целевых программах, предполагается включение представителей общественности и общественных организаций. То есть таким образом предполагается, что это будет широкий состав по представителей не только государственных служащих, но и по граждан общественности, которые и будут рассматривать в установленном порядке, в порядке, которые указаны в самих программах, будут рассматривать соответствующие заявления и прилагаемые к ним документы. При разработке этих программ вы предполагали, какое количество граждан будет обращаться с требованием улучшить их жилищные условия? Ажиотаж ожидаете? Во-первых, эта проблема, она предполагает быть сложной сама по себе, потому что тут не секрет, она
эта проблема очень долгая. Более того, человек, который на протяжении длительного периода времени испытывает определенные сложности со своими бытовыми условиями, я думаю, что у него достаточно, наверное, будет достаточно сложно, ему будет сдерживать, наверное, да, свои потребности и каким-то образом там, не проявлять их. Поэтому, скорее всего, определенный ажиотаж будет. Но назвать это даже ажиотажем, наверное, будет не очень корректно и правильно. Будет определенный всплеск заявителей, которые будут в установленном, надеемся мы, порядке обращаться для того, чтобы получить финансовую помощь, о которой мы сейчас говорим. Поэтому у нас вот эта комиссия, которая на себя должна взвалить очень большую ответственность и пытаться успешно и объективно, принимая решения, помогать людям. А в комиссию, я так понимаю, включены люди из различных госорганов для того, чтобы во-первых, о прозрачности не возникали у людей, да, прозрачности принимаемых решений. Во-первых, и объективности. Во-первых, да, абсолютно верно. Почему эта комиссия, почему вообще Центр принятия решений не сосредоточен в рамках, например, одного государственного органа? Именно для того, чтобы это была определенная, чтобы обеспечить определенные условия объективного рассмотрения того или иного вопроса. Не менее 9, между прочим, этих участников должно быть комиссии. Когда сидят там, допустим, 9 человек, и они являются представителями там разных ветвей, например, власти, и одновременно с тем присутствуют обычные граждане, представляющие общественность и общественные организации со своими целями и задачами. Соответственно, принятие какого-то решения, которое должно быть, между прочим, принято большинством голосов, необъективного, надеемся, что это как раз будет способствовать процессу принятия объективного решения и прозрачности всех процессов. Какие механизмы, да, конкретно? Какие предоставление финансовой помощи. Предоставление финансовой помощи по программе «Жилище-2021». Первое тоже, чтобы было понимание, мы говорим не о предоставлении конкретной квартиры или конкретного жилого дома, а мы говорим о предоставлении финансовой помощи для того, чтобы конкретный гражданин мог приобрести жилое помещение, квартиру или дом. Это первое. Во-вторых, предполагается по программе, первой программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан, условия предоставления финансовой помощи заключаются в следующем. Они в данном случае аналогичны со второй программой. Сумма финансовой помощи максимальная, она составляет не более чем 500 тысяч рублей на одного участника программы. При этом дополнительно выделяется не более чем по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи участника программы. То есть если в данном случае, опять же, чтобы уточнить, член семьи — это супруг-супруга, дети несовершеннолетние и нетрудоспособные родители заявителя, которые проживают с ним совместно. То есть они, это, грубо говоря, образуют семью. Соответственно, до 500 на участника, до 100 тысяч на членов его семьи. И в программе обеспечения жильем, и в программе «Жилище-2021». В первой программе предоставление финансовой помощи 4 категориям граждан, о которых мы сказали, в исключительном порядке, которым, да, предоставляется. Эта финансовая помощь предоставляется на условиях безвозвратности, то есть лицо ее получает, реализовывает свои потребности, приобретает жилье, и государство в лице органов власти не требуют возмещения. Это помощь, которая оказывается в одностороннем порядке, без уплаты каких-либо дополнительных там, процентов и так далее, и так далее. Что касается предоставления финансовой помощи по программе «Жилище-2021», эта финансовая помощь предоставляется также на условиях безвозмездности, что предполагает отсутствие каких-либо процентов или каких-то дополнительных сумм за пользование средствами денежными, но предполагает условия частичного возмещения лицом, которое получило эту финансовую помощь, частичного возмещения оказанной финансовой помощи, той суммы, которую он получает. Устанавливается механизм следующий. Заключается соглашение между
Министерством труда и занятости и конкретным участникам программы, который прошел всю процедуру, представил документы, они были рассмотрены, комиссия приняла соответствующее решение о выделении, об оказании ему помощи в размере, который предусматривается, и на этом основании Министерство труда заключает с конкретным гражданином соглашение об оказании финансовой помощи. Его форма тоже будет опубликована и общедоступна. На основании этого соглашения лицу предоставляется, здесь есть очень тонкий момент, важный, юридически его нужно будет объяснить, финансовая помощь предоставляется не самому заявителю, участнику, а на основании договора купли-продажи между этим заявителем, участником программы и лицом, которое продает то или иное жилое помещение, да, деньги предоставляются не покупателю, а продавцу. И предоставляются они не в виде наличных денежных средств, а посредством перечисления на банковский счет продавца, который, участвуя в этой сделке, он должен будет, для того, чтобы деньги были в безналичном порядке, открыть соответствующий счет в банке, что тоже направлено на увеличение условий прозрачности сделки. Это очень важный момент. Теперь также важно будет указать, что те деньги, которые предоставляются, сейчас разрабатывается, дорабатывается, это, наверное, будет точнее сказано, дорабатываются определенные условия, частично там будет определенная сумма, которая будет рассматриваться как невозвращаемая. Вот от общей суммы предоставленной финансовой помощи часть финансовых средств конкретному гражданину предоставленные будут рассматриваться как средства, которые он должен будет, не возвращая государству, использовать для удовлетворения своих каких-то бытовых потребностей, улучшения условий жилья уже приобретенного и так далее. Оставшаяся сумма должна быть возвращена. И тут есть тоже очень важное условие, которое направлено на обеспечение интересов граждан. Сумма ежемесячного возврата должна составлять не более размера величины прожиточного минимума в Абхазии. У нас, например, на 2018 год, по состоянию, по-моему, на июль месяц, эта сумма составляет 6727 рублей. Но это на какой период тогда? Растягивается на очень долгий период времени. То есть, там, условно, если предоставили 500 тысяч рублей в виде финансовой помощи, была приобретена квартира, дом, с учетом того соглашения, которое заключено, с учетом условий о частичном возвращении, та сумма, которая будет подлежать возвращению, делится на сумму, которая не превышает размер прожиточного минимума. Это будут месяцы. Там, грубо говоря, разделить 500 на 7 тысяч, мы получим количество месяцев. Вот, соответственно, вот это указывается в этом соглашении. На протяжении вот этого периода времени ежемесячно человек по 7 тысяч рублей возмещает, но уже является собственником жилья, он должен проживать. То есть он не оплачивает за аренду жилья? Те деньги, которые, да, он условно тратит, да, так или иначе, есть у нас, наверное, не наверное, это точно, очень большое количество людей, которые, во-первых, говорили, это же все придумывалось не просто так, люди говорили о том, что если бы им была оказана помощь, они и так тратят деньги на аренду квартиры. И это зачастую больше, чем 7 тысяч рублей в месяц. Но и обременительно для них. Соответственно, 7 тысяч рублей может для кого-то являться обременительной суммой, но вместе с тем она будет, наверное, ниже, чем сумма, которую нужно будет уплачивать за аренду жилья. И более того, тут уже, получается, идет оплата той помощи, которая предоставлена, с условием того, что ты уже являешься собственником помещения, в котором ты живешь. Это уже другой статус, это и юридически ты собственник, и психологически это уже легче должно быть. В случае невозврата этих денег? В случае невозврата этих денег, соответственно, есть не нами придуманные, а установленные меры законодательством, которые предполагают определенные санкции юридические, которые будут возлагаться на лицо, которое допускает такого рода ситуацию. Здесь тоже нужно будет понимать, что все достаточно индивидуально. Мы можем говорить, допустим, о просрочке, это одна ситуация, и о полной неоплате и игнорировании, это другая ситуация. Поэтому на такого рода моменты уже в рамках действующего законодательства компетентные
органы, Министерство труда как сторона финансового соглашения, будет предпринимать меры, которые будут направлены на то, чтобы надлежащим образом эти обязательства все же были исполнены. Тут еще почему это важно, это тоже нужно будет осветить, озвучить, что когда финансовая помощь оказана, и она в таком минимальном размере поступает обратно в республиканский бюджет, образно говоря, мы таким образом их аккумулируем для того, чтобы в следующий период времени такому же гражданину, которому нужна помощь, эти деньги предоставлялись. То есть условно предоставили 30 миллионов в 2019 году, и эти 30 миллионов частично возвращаются в бюджет, и бюджет их, соответственно, дополняя новыми источниками финансирования. То есть вот это своего рода процесс помощи от государства гражданину, от гражданина обратно в государство. И вот таким образом, рука об руку, наверное, этот вопрос рано или поздно должен быть решен. И беспроцентность – очень важное условие. Отсутствие каких-либо процентов в рамках предоставленной финансовой помощи – это не кредит, это не банковские процедуры, это не займ в чистом виде, это финансовая помощь с условием частичного возмещения. Андрей Амиранович, у меня все вопросы к вам. Спасибо, что разъяснили то, как будут работать две вот эти важные программы. Мы беседовали с Андреем Гоня, старшим референтом Управления по гуманитарным и социальным вопросам аппарата Кабинета министров. Он, в частности, подробно разъяснил, как будут работать программы, которые должны помочь остро нуждающимся гражданам получить жилье. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. До свидания.